Я прихожу поговорить о чем-то важном, что Бог повелел мне рассказать вам сегодня вечером. Ожидается, что в течение 3 часов с вами произойдет что-то неописуемое и удивительное. Вы начнете видеть первые признаки. Бог призывает вас услышать это послание. Важно не сдаваться. Следующий самый важный, и произойдет он скоро, менее чем через 3 часа. Я прошу вас помнить об этом со всеми достижениями в вашей жизни. Поэтому я прошу вас, не сдавайтесь. Важно, чтобы каждый раз, когда вы слышите это слово, вы принимали его с благодарностью, потому что в вашей жизни начнет появляться благодать. Посмотрите, о чем Бог говорит в этом письме. Это указывает на то, что вы добьетесь значительного финансового улучшения в своей жизни. Сохраняйте веру, надежду и решимость даже в самые трудные времена. Редкое чудо уже близко. Просто ждите с решимостью, потому что скоро все изменится, и ваш путь навсегда изменится к лучшему. Все, чему вы научились, окупится изобилием и процветанием. Держите глаза открытыми и сохраните это видео как доказательство будущих преимуществ, потому что оно выходит за рамки того, что можно предсказать. Не бойтесь, ваша жизнь полностью изменится менее чем за 3 часа. Сказав «Я верю в Господа», вы получите предназначенную для вас благодать. Ваше присутствие здесь символично, потому что этой награды удостоится лишь несколько человек, и вы один из них. Хвалите и благодарите Бога, что вы были избраны. Вы станете очень сильными как духовно, так и умственно. Все, с чем вы столкнулись до сих пор, помогло вам вырасти и обрести внутреннюю силу. Знай, что битва не твоя, а Божия, и Он победил. Когда вам хочется сдаться, помните, что в этом ваша сила. Даже если ваше финансовое положение шаткое, в этом месяце вас ждет финансовое процветание. Верьте, верьте в Бога и не сдавайтесь, ведь у Него потрясающие планы. Ваши проблемы будут решены, и ваш путь станет легче. Получите это сообщение, сегодня в вашей жизни произойдет что-то хорошее. Исцеление придет, ваши молитвы будут услышаны, ваши финансы будут благословлены, и откроются новые возможности. Будьте готовы, потому что то, о чем вы молились, придет, и Бог даст вам ключи. Делай то, что не в твоих силах, Бог позаботится об этом. Знайте, что Он будет работать для вас молча и неустанно. Перед вами откроется особая дверь, даже если вы не очень-то стремились к запрошенной финансовой выгоде. Будьте тверды в своей вере и доверяйте Богу, потому что у Него есть хорошие планы на ваш счет. Посмотрите это видео до конца, ничего не пропустив, потому что у Бога есть секрет, который Он хочет раскрыть. Откройте и распространите это письмо, потому что сейчас важно распространять Слово Божье. Поделитесь этим с людьми, которых вы любите, и распространите благословение вперед. Верьте, принимайте и верьте, потому что Бог работает в вашей жизни. Малышка, не расстраивайся, ведь это путешествие для смелых. Я выбрал вас по важной причине, я ясно показываю свой план, чтобы сопровождать вас на каждом этапе пути. Давайте объединимся в трудную минуту, преодолеем трудности и преодолеем трудности. Мы продолжим бороться, не сдаваясь, потому что вы полны решимости добиться великих целей. Ваше присутствие здесь не случайно. Ваше имя уже было записано в моей книге еще до вашего рождения.
Я любил тебя с самого начала и с нетерпением ждал того времени, когда ты увидишь мое водительство. Вы можете задавать вопросы, о которых даже не задумывались, особенно в трудные времена. Возможно, вам интересно, где я был, когда вы болели. Вот что я хочу, чтобы вы знали. Поверьте мне, я могу залечить ваши раны и стереть ваше прошлое. Моя любовь настолько сильна, что преодолевает все твои грехи. Теперь я хочу помочь вам оставить эти грустные воспоминания позади. Я не хочу, чтобы вы зацикливались на прошлом, потому что это только усилит обиду и боль. Главное, что ты сейчас жив и тебя ждет много хорошего. Ваши мечты сбудутся, вы достигнете своих целей, ваша семья снова улыбнется, и вы восстановите свои силы и энергию. С нетерпением ждите того, где вас ждут хорошие вещи и благословения. Приготовьтесь к новой захватывающей главе в вашей жизни. Ваше сердце готово к новым испытаниям и радостям, которые приходят от выполнения того, для чего вы были рождены. Отпустите старые обиды, потому что теперь они прощены. Вы больше ничего не должны. Если некоторые люди не принимают или не прощают вас, пришло время найти новых друзей, чтобы увидеть вашу истинную ценность. Не позволяйте никому умалять вашу доброту и духовную свободу. Если ситуация обескураживает или смущает вас, поверьте мне и уходите. Вы свободны, так что не оставайтесь в тюрьме. Вашим детям также нужна безопасность. Оставьте эти ситуации позади, и вы будете благодарны за этот совет. Сегодня ты узнаешь, как сильно я забочусь о тебе и насколько ты заботишься обо мне. Однако, если вы решите остаться с людьми, которые плохо к вам относятся, помните, что я не могу ничего изменить, если вы не решите уйти. Вносите свой вклад, вы умны и ответственны. Твоя жизнь и твоя. Семейные проблемы продолжатся, поскольку вы застрянете в цикле боли и унижений. Вам не нужно так много. Ты мой сын, и я уже заплатил за твой грех своей жертвой. Теперь думаю, что еще делать, ведь спрашивать можно все, что хочешь. Призовите меня, и я отвечу вам чудесами, превосходящими ваше воображение. Но поверьте мне, я не хочу оставаться на одном месте. Покиньте страну и свою семью, чтобы найти указанную землю. Мое милое дитя, в котором столько благословений, моя любовь к тебе неописуема. Если я смогу увидеть свой разум, я пойму, как я вижу и понимаю духовный мир, увиденный в зеркале души. Перед этим духовным опытом он смиряется со стабильностью, временем, юмором и эмоциями. Я поднимусь с великой любовью к жизни и пойду покорять землю, которую обещал. Освободитесь от уз, которые вас связывают, ибо вас вдохновляет мужество вашей души. Вы будете знать, что уже во всем победили, без страха, ведь мои двери всегда открыты. Просто приди ко мне с уважением и смирением в сердце, и я покажу тебе свою любовь уникальным способом. Подойди и сядь со мной, посмотри на меня глазами, полными веры. Вы очень благословленны и имеете полный доступ к моей силе. Ваш только мой, как я обещал и написал. Просите и получите, ибо я с самого начала избрал вас достойными. Я четко объясняю свой план, отслеживаю каждый шаг. Давайте объединимся в трудную минуту, преодолеем трудности и преодолеем трудности.
твой приход сюда – это не просто потеря, ведь твое имя было записано в моей книге еще до твоего рождения. С самого начала я любил тебя, ожидая момента, когда ты увидишь моего светлого проводника. Особенно в трудные времена вы можете задаться вопросом, где я, когда вы в беде. Позвольте мне сказать вам то, что я хочу, чтобы вы знали. Поверьте, я могу облегчить вашу боль и избавиться от прошлых обид. Теперь я хочу помочь тебе оставить эти мрачные воспоминания позади. Не зацикливайтесь на прошлом, ведь это только боль и страдания. Главное, что ты сейчас жив и тебя ждет много хорошего. Ваши мечты сбудутся, вы достигнете своих целей, вы снова обретите свою счастливую семью и восстановите свои силы и энергию. С нетерпением ждите того момента, когда расцветут возможности и благословения. Будьте готовы к удивительной новой главе в вашей жизни. Ваше сердце готово к новым приключениям и радости от следования своей цели. Оставьте старые обиды позади, потому что они прощены, и вы больше не в долгах. Если некоторые люди не узнают или не прощают вас, пришло время найти новых друзей, которые ценят вас таким, какой вы есть на самом деле. Не позволяя никому быть хорошим и свободным. Избегайте ситуаций, которые заставляют вас чувствовать себя слабым или смущенным. Просто слушай меня и сохраняй свою свободу от тех, кто будет искажать мои слова, чтобы контролировать тебя. Вы свободны, поэтому отпустите все, что вас удерживает. Избегайте подобных ситуаций, и вы будете благодарны за этот совет. Сегодня ты узнаешь, как сильно я забочусь о тебе и насколько ты заботишься обо мне. Помни, я не могу ничего изменить, пока ты не решишь уйти. Вносите свой вклад, вы умны и ответственны. Ваша жизнь и семья всегда будут страдать, если вы застрянете в цикле боли и унижений. Ты не заслуживаешь такой боли, ты мой сын, и я заплатил за твои грехи своей кровью. Теперь я думаю, что еще мне делать. Да, вы можете спросить меня. Что бы вы ни захотели, позвоните мне, и я обязательно отвечу чудесами, превосходящими ваше воображение. Но я вас спрашиваю, вы мне поверите? Не упрямьтесь, оставьте свою страну и своих родственников в вышеупомянутую страну мечты, где будет много процветания и богатства. Дорогое мое дитя, со всей любовью говорю тебе, что ты особенная. Если вы поймете, что я имею в виду, и увидите себя так же, как я, вы поймете эту волшебную страну. Когда вы смотрите на себя в духовное зеркало, вы преклоняете колени в благодарности, дарите мне свою преданность, время, смех и мысли. Поднимитесь с великой любовью к жизни и отправляйтесь покорять землю обетованную, которую я приготовил для вас. Ослабьте то, что вас связывает, потому что вас укрепляет смелость, которую я своим голосом даю вашей душе. Наконец-то ты узнаешь, что одержал победу над всем благодаря моей жертве и воскресению. Мои двери всегда открыты. Придите ко мне с благоговением и смирением в сердце. Я покажу тебе любовь единственным способом, которым могу. Подойди и сядь со мной, посмотри на меня глазами, полными веры. Вы были очень благословленны и получили мою силу. Все, что у меня есть, ваше, как я обещал и писал. Просите и получите, и я накормлю вас изобилием и чудесными видениями. Не расстраивайтесь и не теряйте надежду, вам предстоит сыграть важную роль.
потому что моя любовь к тебе велика и глубока. Ты сейчас этого не знаешь. Но поверь мне, пожалуйста, будьте терпеливы и двигайтесь вперед с верой, зная, что я никогда не оставлял вас и всегда буду рядом с вами. От всего сердца я хочу выразить свою любовь к тебе и больше не хочу причинять тебе боль в твоей жизни. Я смотрю на проблемы, с которыми ты сталкиваешься, зная, что ты устал. Ты пытаешься смело скрыть свою боль, но я понимаю тебя лучше, чем ты можешь. Ты можешь обманывать других до самого зеркала. Но я знаю, кто ты на самом деле, твоя душа, твое сердце. Даже если ты пытаешься быть храбрым, покажи мне, что тебя беспокоит. Я вытру ей слезы и заберу ее. Не сомневайтесь, доверьтесь мне и оставьте свои заботы позади, потому что я здесь, чтобы принять это. Это мой сын, с которым я принесу благословения и чудеса, которые сильно повлияют на вас и вашу семью. Вы обретете счастье и радость, когда мои обещания исполнятся в вашей жизни. Я никогда тебя не оставлю, мои ангелы будут охранять тебя, защищать каждое утро. Поговори со мной, помолись и посмотри, как пройдет твой день. Благословенный, полный моей любви, храни мир перед лицом беды. Просто доверься мне, и я осветлю твой путь, направлю тебя на правильный путь. Я дам правильную мудрость и дам знаки, которые направят вас, гарантируя вашу уверенность на пути вперед. Будьте уверены, я всегда ищу для вас самое лучшее, пока ваше сердце всегда предано мне и полно добрых намерений. Просите, и вы получите то, что я желаю. Ты мой сын, и я всегда буду рядом с тобой, поэтому никто не сможет противостоять вам или причинить вам вред. Я сопровождаю вас на каждом этапе пути, открывая для вас новые горизонты. И все, что вы сделаете во имя мое, будет благословенно. Ваши мечты и планы осуществятся, потому что только я знаю и решаю ваше будущее. Пусть ваша семья будет благословлена, а ваши усилия вознаграждены мной, вашим всемогущим Богом, который всегда с вами. Зло не коснется твоего дома, потому что мой лик вокруг тебя. Отгони зло, болезнь, беду, ненависть и горечь. Ваша семья находится под сенью моего Святого Духа. Я обещал быть верным и остаться навсегда. Помните, что сила вашей веры подобна горчичному зерну, хотя оно и маленькое, но вырастает в большое дерево. Я с тобой и знаю, как далеко ты зайдешь. Мое слово настолько сильно, что если я прикажу горам сдвинуться от моего имени, они подчинятся. Не сомневайтесь во мне, потому что я единственный верный Бог. Я никогда тебя не оставлю. Я буду любить его вечно. Не забывайте об этом. Я знаю каждую часть тебя, твои мысли, чувства и действия. Никто не знает тебя лучше, чем я, потому что я создал тебя по своему образу. Оставьте ненависть и месть. Я приглашаю вас помолиться за тех, кто обидел вас, чтобы они могли найти дорогу ко мне. Ваша жизнь может быть далека от моих слов и моих повелений, но предоставьте ее мне, потому что я буду творить чудеса и трогать ваше сердце. Правда в том, что не тратьте время на неважные вещи. Посмотри на меня, мои обещания и все, что я готов тебе дать. Я был рядом с тобой с самого рождения и после него, наблюдая, как ты растешь и за всем, с чем ты сталкиваешься. Ты смелый. Я здесь, чтобы дать вам силы продолжать идти.
Я просто прошу тебя поверить в меня и продолжать верить, потому что я изменю твою жизнь навсегда. Вы обнаружите, что прошлые обиды исцелены, и вам больше не будет больно. Сегодня твой день, сейчас твое время. Поднимите руки, отдайте свое сердце и начните жить заново. Будьте счастливы, потому что этот год принесет большие перемены в вашу жизнь, и если вы решите принять эту прекрасную любовь, которую я даю вам сегодня. Знайте, что я здесь, чтобы поддержать вас и преодолеть все ваши страхи. Я обещаю, что за каждой проблемой, с которой вы сталкиваетесь, есть причина, и после каждой трудной минуты вас всегда ждет что-то хорошее. Я хочу, чтобы ты увидел свою ценность так же, как и я. Независимо от ваших достижений или неудач, знайте, что вы важны для меня. Моя любовь к тебе только растет с каждым днем. Все ваши знания откроют путь к чему-то удивительному. Не тратьте время и энергию, указывая на недостатки тех, кого вы любите. Каждое испытание поможет им расти в знаниях, мудрости и духе. Люди вокруг вас станут другими, как только я буду работать над их изменением. Продолжайте молиться об этом. Смутные времена закончатся, ваша семья снова обретет счастье, а ваш дом наполнится миром и гармонией. Пожалуйста, дайте мне знать ваши мысли и молитвы заранее. Не позволяйте ничему нарушить ваш покой или отнять счастье, которое вы ищете. Будьте осторожны в своих словах и не обижайте других. Не сравнивайте их с другими и не раните их чувства. Несмотря на то, что дома существуют правила, избегайте криков и ругательств. Прежде чем попытаться исправить свою семью, пожалуйста, попросите моего совета и дайте мне надежду и силы. Я помогу вам с любовью направить ваших близких. Я всегда буду с тобой, буду присматривать за тобой, пока ты спишь. Я расскажу вам о своих учениях, чтобы вы могли мечтать о прекрасных дизайнах, которые я приготовил для вас. Проснувшись, вы обретите радость и силы, которые позволят вам постепенно преодолеть все трудности. Я не позволю тебе столкнуться с чем-то, с чем ты не сможешь справиться, но если ты думаешь, что это слишком, поверь мне, потому что ты на правильном пути к победе. Вставайте и идите дальше без сожалений и жалоб. Еще несколько шагов, и вы будете вознаграждены за упорство, решительность и старание. Это мой способ доказать вашу честность и решимость достойно решать проблемы. Я даю тебе силы, чтобы ты смог преодолеть все трудности, и ничто не могло тебе навредить. Я хочу видеть вас с уверенностью, с непоколебимым духом, зная, что все хорошие, на что вы можете надеяться, здесь. Это ваша вера, то пламя веры, которое обновляется каждое утро. Вы сделали меня таким счастливым, и я могу отплатить вам тем, что покажу вам чудеса, которые я принесу в вашу жизнь. Я очень надеюсь, что вы, и я с нетерпением жду вашего будущего, поймите эту истину. Не бойтесь жизни и ее проблем. По моему мнению, смело встречайте трудности. Поверьте мне, что вы будете стоять твердо, не позволяя эмоциям контролировать вас или какой-либо болезни останавливать вас. Я ваш целитель, защитник, поставщик и сторонник. Я удовлетворяю ваши потребности, увеличиваю награду за ваши действия, укрепляю вашу веру и записываю ваши мысли. Прежде всего, поместите в свое сердце убеждение, что моя любовь к вам безусловна, даже несмотря на ошибки и разочарования.
Ваше путешествие полно сюрпризов, возможностей и роста, которые приведут вас к большим достижениям. Ваше лицо сияет уверенностью, а ваша уверенная улыбка вдохновляет всех вокруг. Ваши отношения, особенно с семьей, показывают мою силу и любовь, показывая другим чудеса, которые я могу творить с теми, кто отдает мне свое сердце. Я заверяю вас в каждой проблеме, с которой вы сталкиваетесь. У обложки есть цель. Поэтому не позволяйте себе бояться или поддаваться тревоге. Продолжайте решительно идти по этому пути, потому что я всегда рядом с вами, даря любовь, мир, терпение и смелость, наполняя вашу жизнь радостью и покоем. Я так сильно люблю тебя и твою способность исцелять меня. Я призывал вас быть сильными, и вы ответили с невероятной силой и мужеством, преодолевая трудности, превосходящие мое воображение. Ваши действия отражают мою честность и преданность делу. Я с радостью наблюдал, как семена, которые я посадил для вас, дали великолепные результаты. Я надеюсь, что лучшие дни впереди. Вы превзошли все свои цели и мечты, неуклонно продвигаясь к царству, полному процветания и счастья. Я согласен, что иногда на вещи смотришь по-другому. Его чувства могут измениться, когда он сталкивается с ревностью и отвержением даже со стороны тех, кто говорит, что любит его. Вместо того, чтобы понять ваши потребности, они всегда находят способы причинить вам боль, вернуться к прошлому, чтобы причинить боль и поколебать ваш дух. Но сегодня, слушая меня, примите это решение. Доказывая свою веру и терпя боль, займите победную позицию. Не позволяйте никому препятствовать вашим усилиям добиться успеха или мешать вашим мыслям. Доверьтесь моим словам и следуйте обещаниям, которые я дал вам. Помни, ты мой, я буду защищать тебя своей любовью и противостоять любому, кто попытается причинить тебе вред или посмеяться над твоей верой. Так что выбросьте эти негативные мысли, когда вы окружены проблемами, сталкиваетесь с конфликтом, чувствуете усталость или принимаете решения, и у вас тяжело на душе. Вы можете чувствовать депрессию, приди и отдохни со мной в моем присутствии. Там вы обретете покой и надежду. Независимо от того, сколько у тебя проблем, это не расстроит тебя, потому что я забочусь о тебе. Я знаю это. Я не создавал твоих проблем, но обещаю освободить тебя от них своей сильной рукой. Я не хотел заставлять тебя выходить за пределы твоих возможностей. Я не ставил перед вами непреодолимых задач. Я облегчу твое бремя. Я не хочу, чтобы тебе было одиноко или грустно. Ваше будущее настолько прекрасно, что кто-то может попытаться украсть ваше счастье, но помните, что вы сами выбираете, как это сделать, и ваша вера подобна оружию, разрушающему барьеры. Если вы позволите негативным мыслям и чувствам, они потянут вас вниз. Но если вы основываете мой дух на своей жизни и сердце, вы выйдете победителем. Я сделал свою часть, я спас тебя, я одержал победу. Готов для вас. Теперь ваше время твердо стоять на своем, как вы это делали до сих пор. Пришло время приблизиться к духовному уровню, где чудеса происходят каждый день. Не оглядывайтесь назад, вы идете. Не позволяйте вашей прошлой работе быть напрасной и не заканчивайте свои войны напрасными. Теперь не имеет значения, знает ли ваша семья о вашей деятельности. Сосредоточьтесь на цели,
ваша вера и преданность делу сильнее невзгод. Постарайся быть храбрым. Многие отказались от своей цели и пожалели о своем положении. Умереть за вас мое лицо окружает тебя, моя душа будет царить в твоем доме. Окна небесные откроются перед вами, благословения и подарки придут, когда вы наполните свой дом радостью. Сердце, обратившиеся ко мне, обретут прощение и гармонию. Не бойтесь, я здесь с тобой. Не бойся, ибо я твой Бог. Я слышу и вижу тебя в твоей семье и даже в жизни твоих друзей, родственников, соседей и дома. Вы станете способом исцеления для многих людей. Я знаю, что это удивительное путешествие начинается сейчас, поэтому призываю вас присоединяться ко мне каждое утро и слушать. Вспомните все чудеса, которые вы видели, как мои слова помогли вам преодолеть трудные времена, которые вы считали непреодолимыми. Я буду рядом с тобой до сих пор. Я потерял то, что имел. С этого момента придет больше благословений. Но я хочу видеть вас каждое утро и благодарить вас за теплый прием моих слов. Сегодня конец вашему злу, твоя проблема исчерпана. Мое дыхание проходит сквозь твое небо, открывая скрытые облака моему свету. Новый день для тебя. Отныне ты будешь ходить по земле моего благословения, обретая великий покой и вечную радость. Я так смотрю на тебя и сижу здесь молча, потому что так много думаю о красоте твоих молитв. Твои песни способны превратить твою печаль в радость, а твою печаль в примирение, мое дорогое дитя. Не сомневайтесь в моих обещаниях, потому что, когда я что-то обещаю, это так же верно, как и исполнение. Ты не представляешь, как далеко я готов зайти ради тебя, потому что я люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить. Я обниму тебя, благословлю твой дом и осыпаю тебя благословениями, как дождем твоя жизнь расцветет. Вы увидите грядущие хорошие вещи и будете ценить их каждое утро. Птицы запоют в твою честь, и ты проснешься с радостью, думая о моих чудесных произведениях и обо всем, что тебя окружает. Вас и вашу семью ждут большие перемены, время, когда вы будете пожинать плоды своих усилий и денег. Работа вы стойки в трудную минуту, всегда сохраняйте веру. Я услышал все ваши молитвы, хвалы, гимны и мольбы. Для меня важно, когда ты проявляешь уважение перед лицом невзгод. Замечательно видеть, как мои дети доверяют мне, хотя им трудно поднять руки и сказать от всего сердца: «Дорогой Бог, я люблю тебя». Это слова, которые я слышу, потому что знаю, что вы имеете в виду именно это. Ваша победа близка, так что сосредоточьтесь, потому что скоро вас ждут дни, полные процветания. Пока другие отдыхают, вы продолжаете молиться и усердно работать. Сейчас настало время насладиться плодами вашей веры и благодарного сердца. Пусть небеса откроются и прольют на вас радость. Я изолью к тебе свою любовь, окружив тебя своей любовью и желанием благословить тебя. Оно не знает границ. Не доверяйте своим чувствам. Если ты ищешь меня, я буду рядом с тобой. Если конфликт и одиночество попытаются напасть на тебя, если ты почувствуешь, что тебя больше нет, знай, что я с тобой. Я был с тобой в прошлом. Я здесь сейчас и буду с тобой навсегда. Так что не теряйте надежды, когда дела идут плохо.
Просто позвоните мне и не дайте себя обмануть плохой ложью, которую вам говорят другие. Я люблю тебя, ты мой, и ты навсегда дорог мне. Я никогда не оставлю тебя, я всегда буду рядом с тобой. Вы преодолели множество препятствий и встретили трудные времена уверенно и решительно. Он знал, что добиться этого невозможно, потому что сохранил свою веру, мои слова и любовь. Подумайте, кто сможет это остановить? Я тот, кто решает вашу судьбу и желает, чтобы вы процветали и духовных благословений, которые я приготовил для вас на земле. Я самый могущественный, ты драгоценная часть моей семьи, смелая душа, которой можно гордиться. Я послал своих ангелов присматривать за тобой, чтобы ты жил без страха и беспокойства. Вы будете очень счастливы и благодарны за все хорошее, что произойдет на вашем пути. Помните, что каждое благословение, которое вы получаете, исходит от меня, поэтому оставайтесь смиренными. Я буду продолжать совершенствовать вас, ваша уверенность в себе будет расти, и вы обнаружите, что готовы столкнуться с любой проблемой, когда я буду рядом с вами, чтобы помочь вам победить. Те, кто противостоит вам, отдают силу, которая находится внутри вас. Пришло время поднять голову и оставить позади обиды и проблемы прошлого, сохранив при этом свою веру. Не смотри вниз и не забывай чудесные вещи, которые я тебе покажу. Встаньте и наслаждайтесь благостью, которая будет на вам. Ты тот, кто знает и не знает, и поэтому я обещаю тебе, что всегда буду рядом с тобой, даруя свои самые высокие благословения. Так что я люблю тебя навсегда. Этого чудесного момента я жду с большим нетерпением. Я говорю, а ты слушаешь, и я могу сказать тебе, как сильно я тебя люблю и что ты чувствуешь. Я с волшебным удовлетворением уверяю тебя, что я всегда с тобой, будь то день или ночь, в хорошие или плохие времена. Я всегда слушаю ваш экран, быстро и доброжелательно передаю вам красивые детали, привлекающие ваше внимание. Я ощущаю божественное дыхание на вашем сиденье, чтобы дать вам покой посреди раздора. Ты найдешь меня там, где я нахожусь, когда позовешь меня, ответив волшебным образом. Самое главное, я посылаю тебе солнце на утро и ветерок на рассвет. Моя любовь окутывает тебя своим божественным теплом, позволяет спокойно идти по пути, превращает боль в благословение. Так что доверьтесь моей вечной верности, которая убережет вас от восхищения. Я знаю, какую борьбу вам пришлось пережить, я знаю сейчас и в прошлом. Сегодня я прошу вас сдержать мои обещания. Я поддерживал тебя, я поддерживал тебя. У тебя есть жизнь, будущее и цель. Поскольку ты любим и ты мой, не позволяй переживаниям и мыслям увести тебя, я решил поговорить с тобой сегодня, чтобы заверить тебя в своем присутствии и пообещать отвести тебя в приятное и мирное место. Пусть неуверенность исчезнет, не поддавайтесь страху. Я проектирую ваш дом, ваше будущее, вашу личность, ваши мечты и планы. Поверьте, я выполню их, следуйте своей цели без страха, двигайтесь вперед с уверенностью, зная, что я здесь, чтобы приветствовать вас с распростертыми объятиями. Раскройся, очистись моей любовью, не сопротивляйся потоку. Вложи себя в мою душу, пожалуйста, держи меня за руку, ты будешь защищен в трудную минуту, я спасу тебя и утешу, ты не будешь побежден. Я хочу, чтобы твоя жизнь была наполнена радостью и любовью, показывая, что ты мой любимый ребенок.
Позвольте мне провести вас в место, которое я помню, мои обещания любви, пожелания лучшего для вас, вызов, который сломит вас, мои способы привести вас к исцелению. Оставь тех, кто хочет сбить тебя с пути, я с тобой и всегда буду защищать меня, когда я дано. Ничто не разлучит тебя со мной, твои прошлые грехи прощены. Начинайте каждый день с изменения своей веры, силы и надежды. Ваши заботы приведут вас к решениям, моя любовь вечна, поверьте мне, у меня есть сила положить конец злу, исцелить болезни, освободить вас от депрессии, я здесь, чтобы поддержать вас. Никто не сможет сломить тебя, потому что я поднял тебя. Никто не сможет победить тебя, потому что я твой щит. Никто не может проклинать, потому что я твое благословение. Пусть мой дух каждый день поднимает вам настроение, дарит уверенность и счастье. Поверьте, ваши трудные времена пройдут, прислушайтесь к моим словам, ведь я тот, кто разговаривает с вами, я Всевышний, Создатель всего, ваш Отец, наставник, друг и король вашей жизни, всегда готовый помочь, когда ты звонишь мне. Все, о чем я прошу, это ваша стойкость и истинная вера, жизненные трудности можно увидеть в уязвимые моменты. Но я знаю твои битвы в глубине души, я знаю, что ты не хочешь сдаваться. Если ты вернешься ко мне с покаянием и желанием остаться верным, я дам тебе прощение и начну все сначала. Хотя праведники часто падают, моя доброта всегда восстановит их. Я даю тебе бесконечную любовь, потому что любовь, которую я даю тебе, никогда не закончится. Вы не похожи на тех, кто живет во лжи, чтобы клеветать на мое имя или причинять вред другим, хотя они и добры, но полны обмана. Будьте осторожны, избегайте их ловушек, вы будете знать, что я испытываю много любви, милосердия и прощения к вам и к тем, кто всем сердцем следует моим словам. Однако я пожарный, защищающий любимые вещи от когтей хищника. Итак, сегодня я обращаюсь непосредственно к вашей душе, призываю вас открыть уши и высказать мне свои мысли. Я хочу вашего освобождения, я хочу вашего исцеления. Приходите каждое утро, чтобы послушать мои слова и помолиться, отдайте свою жизнь и свою семью в мои руки, полностью доверяя прекрасным планам, которые я запланировал для вас. Не верьте тем, кто говорит вам, что вы обречены на гибель и уныние, что ваше прошлое темно и что никто не даст вам шанса, и что ваш успех неизбежен. Не благодарите их, уверяю вас, что я есть и всегда буду с вами. Я думал о вашем беспокойном сердце и вашем искреннем желании двигаться дальше. Благодаря моему способу мотивации и развития вы никогда не вернетесь в прошлое. Не общайтесь больше с грешниками. Отделитесь от тех, кто критикует вас и противостоит вам. Ищите компанию тех, кто поощряет и воодушевляет вас. Я хочу, чтобы ты увидел меня по-новому и аутентично, осознав, что я люблю тебя больше, чем ты когда-либо слышал. Я не злюсь на тебя, я хочу, чтобы ты изменился к лучшему, дал себе силы контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие, чтобы не происходило вокруг тебя. Я планирую изменить тебя настолько, что они тебя не узнают. Вы больше не будете полны радости и страха, будете ходить уверенно и говорить с благодатью. Каждое утро, просыпаясь, вы будете помнить мои обещания, вы услышите мое руководство, которое направит вас по правильному пути и очистит ваш разум. Я защищу тебя от скрытых врагов и города, защищая тех, кто хочет твоего падения. Ты будешь в безопасности под моей защитой,
поскольку я защищаю твой покой и твое благополучие. Все, что я прошу от вас, это ваше доверие, ваше сердце, ваша преданность и ваша полная преданность мне. Я не хочу украсть ваши мечты или заставить вас потерять надежду, я просто хочу быть важным для вас. Позвольте мне вести ваш путь вперед, вы увидите чудеса, потому что моя любовь к вам непоколебима, вечна и истинна. Вы не будете бояться опасности и не будете обмануты миром, потому что я даю вам жизнь, укрепляю вашу веру и тренирую ваши духовные знания. Моя любовь к тебе не ограничивается твоими недостатками или проблемами, с которыми ты сталкиваешься. Я поднимаю руку, чтобы поднять вас из глубин, привести в царство духовной силы. Ты мне дорог, и я заявляю, что ты свободен от горя и печали. Позвольте этой любви определять вас. Вы свободны, отмечены вечной преданностью. Ваша свобода не заработана, одна с бесконечной любовью. Прими эту новую жизнь с одиночеством и страхом, окутанную моим кольцом любви, и иди к победе. Пусть тебя увенчает вечная радость, совершенное счастье и богатство, защищенное от воровства. Оставьте неверие, ваша победа гарантирована моими обещаниями, скрепленными великой любовью. Увидьте, как эта прекрасная любовь наполняет ваше сердце, трансформируя и рассеивая неуверенность, подтверждая вашу личность. Пожалуйста, знайте, что я здесь как Создатель Вселенной, чтобы сказать вам, что я люблю вас. Эти слова укрепят тебя, ведь я стремлюсь коснуться твоего сердца здесь и сейчас, даже если с твоей стороны будет противодействие, моя любовь всегда будет непоколебимой, подтверждая, что ты близок мне. Всегда доверяйте мне, внимательно слушайте мои слова, и вы увидите обещания, которые я дал в своей жизни. Дорогая моя доченька, мой милый сыночек, ты моя честь, самое дорогое для меня. Вы не являетесь результатом времени или обстоятельств жизни. Я любил тебя еще до того, как ты появился, любовью и целеустремленностью. Я бережно создал вас, дав вам жизнь и цель, подготовив вас к успеху и удивительным благословениям на вашем пути. Я понимаю, что иногда можно разозлиться или увлечься тем, что происходит вокруг. Вы можете задаться вопросом, не получаете ли вы ожидаемых преимуществ. Как мой сын, хочу тебя заверить, что не буду отказываться от комплиментов, но ты перестал мне доверять. Сердце твое закрыто для приходящих вещей этого мира, а оно перестанет дрожать от моего слова. Пришло время вернуться ко мне со смиренным и раскаявшимся сердцем, готовым отпустить все отвлекающие факторы и заботы, которые отделяют вас от меня. Обновите свою веру в мою преобразующую силу и благодать, чтобы спасти вас. И тогда вы действительно начнете видеть благословение, текущее к вам в изобилии. Ты узнаешь, что эти благословения придут, когда ты снова поверишь в меня, потому что я Иегова, твой Бог. Если ты поверишь мне, то оно будет подобно дереву, посаженному при реках, которое в свое время приносит плоды, листья его не завянут и останутся зелеными в засушливую пору. Не падайте духом и не прекращайте развивать мою любовь. Сегодня я прошу вас довериться мне, потому что я единственный, кто может вернуть то, что вы потеряли, залечить ваши раны и утешить то, что сломано внутри вас. Пусть мои слова изменят ваше время и наполнят ваше будущее надеждой. Доверьтесь мне, и вы увидите чудесные способы исполнения моих обещаний в вашей жизни, когда я работаю для вас, что приведет к изобильной жизни, которую я запланировал для вас с самого начала.
Не разочаровывайся на этом пути, не печалься о том, что тебя окружает. Иди вперед, зная, что я дам тебе силы, как буйволу, чтобы ты смог снова подняться. Доверься мне еще раз и увидишь исполнение моих обещаний, потому что все, что я сказал о тебе, сбудется. Ты увидишь мою силу и мою славу в своей жизни. Ты увидишь, что мои планы относительно тебя исполнятся отныне. Не доверяйте только тому, что видите своими глазами, ведь это может привести к обману и разочарованию. Но откройте глаза своей веры и начните видеть вещи такими, какие они есть, во всех аспектах, видеть в проблемах возможность разрешить тьму, смотреть на свет моего лица. Доверьтесь моей силе изменить вашу реальность и открыть закрытые двери. Не сомневайтесь в том, что я говорю вам сегодня, потому что я сделаю это для вашего блага даже в самых трудных ситуациях. Так что отдавайте себя всем сердцем и не полагайтесь на собственные знания. Оставьте веру в человека и возложите свою веру и надежду на меня, ибо я могу воскрешать мертвых и открывать путь в неизведанное. Пришло время вашим устам произнести слова хвалы. Вы увидите, как мои благословения начнут распространяться во всех сферах вашей жизни. Скажи мое слово, скажи его перед лицом беды, и оно будет для тебя плодотворным. Помните, что истинная вера проверяется жизненными испытаниями. Поэтому стой спокойно и приди к моему алтарю. Не тратьте время, пытаясь сделать все по-своему. Приходите ко мне и раскройте все свои планы. Доверьте мне свои цели и мечты, держите меня за руку и стойте твердо. В своих обещаниях я гарантирую, что ваша вера будет обновлена, и вы увидите исполнение своей мечты. Я не потерпел неудачу. Те, кто решил довериться мне, восстайте сейчас. Независимо от вашей ситуации, моя любовь к вам всегда рядом. Я предлагаю вам свои руки прощения и возмещения ущерба, ожидая вашего возвращения в смирении и покаянии. Не бойся приближаться, ибо я люблю тебя больше всех твоих грехов. Сегодня я приглашаю вас снова довериться мне, распространять свою любовь в каждый момент и идти с тем фактом, что я всегда буду рядом с вами. Обещай приводить меня утром и вечером. Я позабочусь обо всем за тебя. Пусть твоя жизнь будет полна счастья. В своей жизни ты увидишь, как моя любовь и моя истина выражаются удивительными способами. Доверьтесь моим словам, поверьте, и вы увидите перемены в своей жизни. Я слышу боль твоего сердца, глубокий крик твоей души. Я утешу тебя. Я знаю твои проблемы, грусть, мечты и надежды. Я чувствую тяжесть на твоих плечах. Ты никогда не далеко от моих глаз. Я знаю, что знаю каждую слезу, каждую боль. Я никогда не позволял ему пережить темные времена в одиночестве. Я всегда окружаю его своей любовью. Моя любовь вечна, даже когда тебе хочется упасть, знай, что я с тобой. Я никогда тебя не оставлю. Не бойтесь поделиться со мной своим сердцем. Я знаю каждую часть тебя, твои сильные стороны, но также и твои слабости. Я хочу заверить тебя, что моя любовь к тебе не изменилась. Я люблю тебя вечно, даже если я ошибаюсь. Здесь я жду твоего возвращения. Мое прощение не знает границ. Во мне ты найдешь радость и покой. Приблизьтесь ко мне, радуйтесь моим словам. Они дают рекомендации, необходимые для решения ваших проблем.
Поверьте мне, потому что моя доброта сильнее проблем. Я готов спасти тебя. Моя любовь не зависит от твоих действий или обстоятельств. Я всегда здесь, чтобы помочь. Приди ко мне, я залечу твои раны. Принесите свои мысли, я буду носить их. Моя сила превращает боль в силу, печаль в надежду. Поверь мне, я выведу тебя из тьмы. Пожалуйста, найди меня, в буре я твой покой, твое одиночество, твой комфорт. Моя любовь больше, чем проблемы, с которыми ты сталкиваешься. Рядом со мной твоя защита и поддержка, я тебя разбужу. Не бойтесь, позволь моей любви изменить твою жизнь и твою семью. Пусть мой свет освещает ваш путь к счастью и оптимизму. Молитесь с уверенностью, потому что я всегда готов выслушать и ответить. Поверьте, то, что я прошу, для вашего собственного блага и блага других. Я гарантирую, что ты выиграешь. Итак, доверьтесь моему плану для вас, потому что я ищу только лучшее в вашей жизни. Напомните мне, что вы можете связаться со мной в любое время. Я здесь, чтобы направлять вас своими словами и давать вам необходимую информацию и советы. Если вы упадете или почувствуете слабость, не волнуйтесь. Я здесь, чтобы простить ваши недостатки и дать вам необходимую силу. Поверьте мне, я наполню твое сердце любовью и наполню твою жизнь своим присутствием. Таким образом, вы сможете распространять доброту и любовь к другим, как я дарю вам сегодня. Это особенный день, потому что я освобождаю вас от всех проблем и боли, убирая печаль и депрессию, которые доставили вам неприятности. Отпустите прошлое и с нетерпением ждите будущего, которое я запланировал для вас. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках и не слушайте негативные голоса. Если этот отредактированный текст соответствует вашему запросу, поделитесь им или сообщите мне о других изменениях, которые вы хотите. Помни, что в моей любви ты всегда найдешь прощение и восстановление своей души. Поэтому не сходите с этого пути, не позволяйте себе иметь мысли и чувства, противоречащие тому, что я говорю. Не позволяйте негативным комментариям расстроить вас. Ты мой ребенок, мое драгоценное сокровище, и я всегда буду рядом с тобой в каждый момент твоей жизни. С сегодняшнего дня иди вперед с уверенностью, что я всегда буду с тобой, пока ты вступаешь в прекрасную жизнь, которую я обещаю. Просто доверься мне, и ты увидишь, как моя любовь изменит тебя, придаст тебе силы, превосходящие твое воображение. Моя любовь к тебе глубже, чем ты можешь себе представить. Не забывай это. Я буду с тобой каждый день, несмотря ни на что, ради будущего, полного целей, радости и великих благословений. Я знаю проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Жизнь преподнесла ему неожиданные испытания. Но знай, что я всегда буду рядом с тобой и не оставлю тебя так, как ушел ты. Когда вы решаете следовать своей вере, легко потерять веру перед лицом невзгод и подумать, что все потеряно. Но помните, что я больше любой проблемы, всегда есть результат, даже если он не такой, как ожидаешь. Так что, моя дорогая, не сдавайся, ведь я дал тебе силы и смелость противостоять любой проблеме. Поверьте, вы преодолеете это трудное время. Помните, для меня нет ничего невозможного, когда все кажется безнадежным, и я здесь, чтобы протянуть руку и привести вас к победе. Никогда не теряй надежды.
Даже если это трудно, продолжай верить в меня, и ты преодолеешь любую проблему, испытание или трудность, так же, как я верю в тебя, дитя мое. Доверьтесь моему плану для вашей жизни, ты увидишь, как моя сила работает в твою пользу. Пожалуйста, дитя мое, не сомневайся в своей вере в мои слова и в авторитете моих слов. Несмотря на непредвиденные обстоятельства, вы будете знать, что у меня есть для вас цель, и я усердно работаю над ее достижением. Не позволяйте ситуации определять вас, вы сильнее, чем думаете, и у вас есть мотивация преодолеть это. Не сдавайтесь, оставайтесь верными своей мечте и продолжайте начатое. Я здесь, чтобы помочь вам достичь ваших целей. Доверьтесь, и вы увидите проявление моей силы в вашей жизни. Помни, я буду рядом с тобой даже в самые трудные времена. Я не оставлю тебя, потому что ничто не может отлучить меня от моей любви к тебе. Вы не одиноки в этом путешествии, твоя семья, друзья и близкие готовы любить и поддерживать тебя, мое дорогое дитя. Доверьтесь мне полностью, не позволяйте страху и сомнениям остановить вас. Двигайтесь вперед смело и смотрите в будущее с надеждой. Даже в самые трудные времена помни, что я рядом с тобой, дарю любовь и даю силы противостоять трудностям. Не бойтесь. Любовь, которую я даю тебе, это больше, чем проблемы, с которыми ты сталкиваешься. Рядом с тобой, как твоя защита и поддержка, я поддержу тебя, когда это будет необходимо. Нет причин бояться, позвольте себе погрузиться в мою преобразующую любовь, которая охватывает не только вашу жизнь, но и вашу семью. Пусть мой свет освещает ваш путь, ведет вас к счастью и позитиву, которых вы заслуживаете. Молитва – источник вашего доверия, потому что я всегда готов услышать ваши молитвы и ответить на них. Доверяйте всему, что я прошу, для вашего блага и блага окружающих. Я стремлюсь к вашему успеху, помогая вам составить план, который найдет только лучшее для вашего путешествия. Знайте, что вы не одиноки, во времена скорби приблизьтесь ко мне, и вы найдете руководство в моих словах и утешение в моих обещаниях. В моменты слабости или печали не сдавайтесь. Я здесь, чтобы простить ваши недостатки и вдохновить вас на мужество, которое вам нужно. Поверьте, я наполню ваше сердце любовью и обогатю вашу жизнь своим присутствием. Таким образом, вам будет дана сила распространять доброту и любовь ко всем вокруг, показывая доброту, которую я вам даю. Этот день отмечен моим освобождением от вашего бремени и печалей, позволяя вам освободиться от бремени прошлого и с нетерпением ждать хорошо спланированного мной будущего. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках и не поддавайтесь голосам, стремящимся сеять негатив. Я знаю проблемы, с которыми ты сталкиваешься, трудности, которые тебя окружают. Но помни, что я рядом с тобой, готовый поддержать тебя в самые мрачные моменты. Вера часто подвергалась испытаниям перед лицом невзгод, но помните, что мое величие преодолело все невзгоды. Доверься силе и мужеству, которые я дал тебе. Проявив решимость, вы преодолеете возникающие проблемы. Сохраняйте пламя надежды в трудные времена. Верьте в меня и мою способность превратить ваши проблемы в победы. Моя любовь, и в каждой проблеме, в каждый момент неопределенности я рядом с тобой, протягивая руку, чтобы привести тебя к победе. Не позволяйте депрессии отягощать вас, держитесь с верой моего плана для вашей жизни.
Даже перед лицом самых трудных ситуаций я буду знать, что усердно работаю для достижения своих целей в вашей жизни. Вам дана неукротимая внутренняя сила для преодоления трудностей, встающих на вашем пути. Доверьтесь мне полностью и не позволяйте страху и сомнениям омрачить вашу сторону. Идите вперед смело, ибо будущее полно надежд и достижений. На каждом шагу, в каждой проблеме помни, что я рядом с тобой, даю тебе любовь и силы продолжать. Не бойся, дитя мое, потому что я люблю тебя вечно. Каждый рассвет, каждый закат я рядом, чтобы вести вас с любовью и заботой. Поверьте мне, и вместе мы справимся с любой проблемой, с каждой проблемой, зная, что ничто не сможет нас разлучить. Трудные времена или препятствия – это то, как вы их преодолеваете. Внутри вас есть способности и сила, необходимые для достижения целей, которые вы поставили перед собой. Я дал вам внутреннюю силу, чтобы справиться с трудными временами. Это смелость и сила, которые я показываю, ваши инструменты для преодоления проблем, которые бросает вам жизнь. Когда вы чувствуете себя потерянным или неуверенным, помните, что вы любимы, способны и устойчивы перед лицом невзгод. Глубокий интеллект – ключ к поиску решений и принятию правильных решений во время путешествий. Вы не одиноки в этом путешествии. Моя любовь и поддержка будут с вами на каждом этапе пути, подбадривая вас во времена печали и воодушевляя, когда вам плохо. Я здесь, чтобы направлять и поддерживать вас в трудные времена, потому что успех означает вас. Поверьте, что с моим присутствием вы сможете достичь своих целей и мечтаний. Никогда не теряй надежды. Двигайтесь вперед с уверенностью и знайте, что ваше будущее полно возможностей и благословений, которые вас ждут. Сохраняйте веру в меня, верьте в мою силу проявляться удивительными способами и вести вас к процветающей и полноценной жизни. Помните, что вы сильнее, чем думаете, и способны преодолевать препятствия и достигать своих целей. Я с вами держу вас за руку на пути к вашему процветанию и успеху. Двигайтесь вперед с уверенностью, потому что будущее ждет вас, полное радости, целей и больших надежд. Доверьте мне, что я позабочусь о ваших заботах, сомнениях и страхах. Внимательно слушайте мои слова и следуйте моим указаниям, чтобы добиться успеха и успеха во всем, что вы делаете. Помните, я ваш Бог, ваш Отец Небесный, сотворивший вас и призвавший вас. Не бойся, ибо я с тобой и укреплю тебя. Я всегда здесь, чтобы помочь и поддержать. Важно понимать, что для полноценной и счастливой жизни необходимо прислушиваться к себе и идти по тому пути, который я нарисовал. Несмотря на трудности, это лучший способ, потому что я знаю тебя и хочу только тебя. Так что не игнорируйте мои учения, они – ключ к великой жизни, полной благословений. Следуйте моему совету и обретите мир, любовь и рост в своем путешествии. Когда ты переживаешь трудные времена или чувствуешь себя одиноким, помни, что я рядом. Поверьте мне, потому что я привел вас в этот мир со святой и особой целью. Я никогда тебя не оставлю. Держи меня за руку, дорогой ребенок, и иди уверенно, зная, что я всегда буду рядом с тобой, направляя тебя и помогая осуществить твои мечты. Если вы отдадите мне свои тревоги, сомнения и страхи, я их устраню. Доверьте мне решение ваших проблем, потому что я ваш могущественный Бог.
и я забочусь о ваших детях и удовлетворяю их потребности. Сегодня я призываю вас избегать темных путей и оставаться твердыми в своей вере в Иисуса. Никто не сможет победить его, даже плохой парень, ищущий место для нападения. Так что не сдавайтесь. Верь в меня и мои добрые планы относительно тебя. Небесный Отец, в это святое время мы собираемся перед Тобой, чтобы выразить нашу благодарность за неизменную любовь Христа. Благодарим Тебя за то, что Ты послал в мир Своего единственного Сына, чтобы мы могли познать всю полноту Твоей спасительной любви. Господь Иисус Христос, любящий Спаситель, распятый за нас, позволивший Твоей чистой крови спасти нас от греха и смерти. Мы хотим поблагодарить Вас за эту высшую жертву, за Вашу жертву на кресте, которая показала самую глубокую и чистую любовь, известную человечеству. Окружи нас, Господи, Своей благодатью, чтобы мы могли познать величие этой любви, превосходящей всякое знание. Дух Святой, Утешитель Божий, излей в наше сердце полноту любви Христовой, наполни нас Его преображающей благодатью, чтобы мы могли любить так, как любит Он. Это то, что позволяет нам видеть других глазами, полными любви, прощать так, как были прощены мы, и помогать нуждающимся, как это делал Иисус во время Своего кругосветного путешествия. Пусть любовь Христа будет видна во всех аспектах нашей жизни, будь то в словах, действиях и мыслях, не только в наших действиях, но и в сильной любви, которую мы проявляем друг к другу, показывая значение Евангелия. Господь, в мире, часто омраченном эгоизмом и безразличием, помоги нам стать инструментами Твоей любви, даруй нам распространять Евангелие с силой и желанием, чтобы многие были привлечены к Твоему исцеляющему присутствию. В это время молитвы мы просим, чтобы любовь Христа окружала нас, направляла нас и давала нам возможность жить как истинные ученики, чтобы при любых обстоятельствах мы могли смело исповедовать Его преображающую любовь, приносящую надежду и исцеление миру. В нужде. Его благодать, наконец, в конце нашего земного пути, мы будем приняты в любящие объятия Отца, где мы испытаем вечную полноту Его любви в общении со Христом. Господь наш, во имя Отца, Сын и Сын. Святой Дух, аминь. Если вас тронула эта молитва, присоединяйтесь к нашему религиозному сообществу, подпишитесь на наш канал, чтобы каждую неделю получать мощные и вдохновляющие молитвы. Если эта молитва тронула ваше сердце, поставьте лайк, чтобы помочь нам распространить ее больше. Люди, которые ищут надежду и утешение. Поделитесь этим видео со своими друзьями и семьей, чтобы распространить любовь и свет, которые может принести молитва. И не забудьте посмотреть следующее видео, чтобы продолжить свое путешествие веры и воображения. Спасибо, что присоединились к этому сообществу. Покойся с миром. В конце времен в сферах жизни возрастает присутствие Творца, христианского Бога, любовь которого превосходит пределы человеческого познания. В этом кроется неиссякаемый источник мужества и силы, который был использован для преодоления самых трудных препятствий и преодоления самых непреодолимых препятствий. Твое присутствие подобно свету, который направляет шаги страждущих, возвышает их во времена слабости и ободряет на жизненном пути. Его любовь – это фундамент, на котором строится твердость веры, вера, которая не колеблется и не колеблется в невзгодах. В сердце каждого человека находится семя Божие, священная тайна, связывающая его с вечной природой Творца.
Это внутреннее пламя является постоянным напоминанием о неизменной любви Бога к каждому из Его детей, любви, которая превосходит время и пространство, охватывая каждую душу в их кругосветном путешествии. Эта прочная и священная связь поддерживает верующих в трудные времена, давая им силу, необходимую для стойкости, когда тьма угрожает поглотить их. Христианский Бог – это альфа и омега, причина и конец всего сущего. Он божественный дизайнер Вселенной, план которого соткан из нитей любви и сострадания. Его любящий глаз охватывает все творения, видя за пределами видимого и проникая в самые глубокие глубины человеческой души. Ничто не ускользает от его любящего сознания, ибо он знает все мысли, все желания, все стремления человеческого сердца. Посреди жизненных перипетий легко заблудиться в лабиринте неуверенности и страха. Однако христианский Бог обращается к тем, кто взывает о помощи, давая утешение и руководство. Это твердая скала, которой можно доверять, крепкий якорь, удерживающий душу среди бурь. Когда тьма сомнений покрывает путь, пусть твой свет сияет, как лампада, указывая путь домой. Путь веры – это путь доверия и подчинения глубинам божественной любви. Это приглашение отпустить наши страхи и тревоги и отдаться в гостеприимные объятия Создателя. Потому что, когда мы полностью отдаем себя Его заботе, мы можем увидеть полноту жизни в ее красоте и славе. Только при полном доверии к Его любви мы сможем преодолеть стоящие перед нами трудности и достичь уровня духовного довольства. В тишине сердца Бог тихо говорит, раскрывая глубокие тайны души и направляя шаги поклоняющегося к Его истинной природе. Он мудрый учитель, который учит своих детей искусству терпения и настойчивости, показывая им путь к истинному счастью и довольству. В Твоем присутствии тают все тревоги, исчезают все сомнения и остается только чистая любовь. Пусть каждая жаждущая душа найдет утешение и ободрение в словах этого текста, пусть каждое разбитое сердце найдет мир и утешение в любящем присутствии христианского Бога. Потому что Он есть путь истинной жизни, ведущий нас от тьмы к свету, от смерти к вечной жизни. Пусть Твоя неизменная благодать окружает нас сейчас и навсегда. Аминь. Мощное время размышлений и связи с Богом. Пусть любовь Христа продолжает вести нас на каждом этапе нашего пути, вдохновляя преодолевать трудности с верой и надеждой. Если эти слова резонируют с вами, присоединяйтесь к нам, подпишитесь на наш канал для дальнейшей поддержки и поделитесь этим видео, чтобы другие могли найти утешение и надежду в его послании. Да пребудет с вами Божья любовь. До следующих встреч и счастливой поездки. Спасибо, что остаетесь с нами.